Сколько у вас сейчас подписчиков? Самое тяжелое — это протолкнуть, сказать: ребята, круто разговаривать сейчас на своем родном языке. Малалла! Черпаю вдохновение в зарплате, да? Сегодня в медиалаборатории журнала «Ялкан Каиф» состоялась удивительно интересная встреча с блогерами из Чувашской республики. А ведь интересно, как развивается блогинг в Чувашии, с какими проблемами они сталкиваются, о чем любят рассказывать подписчикам. Об этом и многом другом и поговорили с гостями. Все в нашем сюжете. Какие темы освещаете вы в блогах? В моем блоге я освещаю темы родного языка, культуры, традиций, истории, все, что связано с чувашским народом. Моя цель — популяризировать свой родной язык среди молодежи. В Чувашии молодежь разговаривает на родном языке? На данный момент мне хочется сказать, что тенденция как бы идет в лучшую сторону. Последние годы, именно если смотреть интернет, это пространство, онлайн-пространство, то года 2-3 назад не было практически никакого чувашского контента, ну, кроме новостей, например, на национальном телевидении, да. А сейчас появляются все новые и новые такие молодые блогеры, которые стараются вести блог на родном языке, либо снимать какие-то видео на родном языке. И это очень радует. Я всегда ставлю в пример татарских блогеров, говорю всем, что надо вот смотреть, следить за ними, потому что они идут в ногу со временем. Алга, как бы, да. И на самом деле много идей я получаю от татарских блогеров. Все-таки на шаг впереди идут татары, и как бы тут нет никакой зависти, а наоборот восхищение, как бы, и стремление тоже стать лучше вообще в целом. А как, кстати, по-чувашски будет «алга»? Малалла. Малалла. На самом деле подписчики реагируют очень-очень тепло, потому что, к сожалению, чувашский контент, его очень мало в нынешнее время, поэтому много хороших отзывов, хороших слов, и в основном я рассказываю именно о нашей культуре, про мифологию, сказки, то, что нравится практически всем. В последнее время я еще начала вести YouTube-канал на чувашском, потому что даже мне самой не хватает чувашского языка, и чтобы хоть как-то исключить этот пробел, скажем, я начала со своей подругой вести YouTube-канал на чувашском языке. Очень хорошие отзывы, конечно, бывают и не без плохих слов, скажем, но в основном это мотивирующие, подбадривающие слова других людей, чуваш и других народов, особенно тюркских народов. Я просто поражена именно этой группой людей, не знаю, киргизы, татары, узбеки, казахи, все они пишут очень хорошие слова, это очень подбадривает. С какими проблемами все-таки сталкиваются чувашские блогеры? Во-первых, не все... Это, наверное, аудитория, потому что не все готовы воспринимать такого рода аудиторию. Сейчас мы все-таки употребляем русский формат вообще новостей и всего, поэтому очень тяжело как-то протолкнуть именно свой контент, чувашский язык, татарский язык. Ну, татар с этим чуть-чуть попроще, я поняла, потому что у нас, к сожалению, это огромная проблема в республике, использование родного языка, что в блогах, что и в других, скажем, начинаниях. Самое тяжелое — это протолкнуть, сказать: ребята, круто разговаривать сейчас на своем родном языке. Мы пытаемся это как-то искоренить и работаем над этим, чтобы молодежь разговаривала именно на своем родном языке. Какие темы вы как блогер освещаете?
Стараюсь рассказывать про, прежде всего, праздники традиционные, о которых неверное представление, допустим. Они имеют чувашское происхождение, а там хоп, и что-то воспринимают как нечто христианское или вот так. Ну, границы вот эти расставляю, объясняю, почему делали такой или такой обряд. Ну, стараюсь выбирать жутковатые обряды, например, это тоже прикольно. Или берешь... В том числе, да, в том числе. Или, например, иногда так получается, что находишь какого-нибудь персонажа из чувашской мифологии, а про него традиционных текстов очень много. Ну, грубо говоря, записи сделаны там среди одной этнографической группы, потом они сделаны где-то в Башкортостане и так далее. Персонаж один и тот же, а представления разные. И вот и как-то, чтобы общая картина сложилась, ты прежде всего вот все эти тексты вычитываешь, потом происходит некоторое переосмысление, и после этого ты уже в легкой форме, грубо говоря, пишешь про тот же персонаж Вубр, да, который там ночью тебя душит, вот этот сонный паралич вызывает, и в то же время даже какой-нибудь лайфхак, записанный в Самарской области у Чувашии, который говорят, что там надо ночью в бане кошку зарезать, чтобы вот этот Вубр стать, и какие-нибудь такие кринжовые вещи. Ну, это очень сложная работа. На кого вы подписаны, на каких блогеров вы еще подписаны? Возможно, на татарских, русских, удмуртских. И где черпаете вдохновение? Ну, насчет вдохновения, как я уже сказал, это совмещено с моей работой, поэтому черпаю вдохновение в зарплате, да. Если говорить про конкретно этноблогинг, то он очень хорошо представлен у марийцев. У них прям вот школа этноблогеров, по-моему, Арслан называлась. Я не скажу, что у них очень большая аудитория, но у них очень много людей, которые этим занимаются. Это и молодые, и постарше, то есть прочитать про марийские традиции и так далее у них очень легко. А самый любимый мой блогер по этнической тематике — это Нина Типа Фолк называется. Девочка учится в Московской консерватории. Она рассказывает про русские традиции. Ну, соответственно, если так вообще подумать, как фольклорист, могу сказать, что любая традиция любого народа, она, в общем-то, повторяет традицию другого народа. Дальше я очень люблю паблики Кряшин. Это и Центр Емельянова, смотрю их паблик, смотрю паблик газеты Туганайлар, потом ребят, вот как раз, которые этим делом всем занимаются. Короче, очень много всего, очень нравится, потому что вот там показываются традиции, и, например, у тех же малькевских Кряшин очень похожи на наши традиции. Ну, грубо говоря, есть в них что-то родное. Скажите, пожалуйста, как будет? Мы желаем вам удачи. Ибир сире онышлых сунатпар. А чтобы я еще повторила? Ибир. Ибир. Сире. Сири. Сире. Сире. Это сире онышлых сунатпар. Вот. Желаем вам удачи.